Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, представляем вашему вниманию поздравительное послание президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона по случаю священного праздника Фитр. Дорогие соотечественники, искренне поздравляю всех вас со священным праздником Фитр и желаю каждому крепкого здоровья, каждой семье мира и благополучия. Особо следует отметить, что трудолюбивые хозяйственники, плодотворно используя весенние дни, вовремя завершили сев культур, и я уверен, что тем самым заложили прочный фундамент для получения богатого урожая по всей стране. Накануне священного праздника Фитр наши граждане навещают своих родителей, больных, тех, кто держит траур, молятся за покойных, помогают сиротам, инвалидам и другим нуждающимся людям. Как я неоднократно подчеркивал, по утверждению экспертов и заявлениям влиятельных международных организаций, 2021 год будет одним из самых сложных в истории последних 90-100 лет на всей планете во всех отношениях, и что прежде всего связано с продовольственной безопасностью населения. Поэтому хочу обратиться ко всем нашим дорогим соотечественникам и особенно уважаемым женщинам, напомнить: честный и бережливый труд – единственный способ предотвратить пагубное влияние этого процесса на жизнь людей. В этой связи еще раз заявляю о необходимости обязательного соблюдения национального закона об упорядочении традиций, торжеств и обрядов, то есть бережливости и экономии при проведении свадеб. Если мы будем бережливы, я уверен, плоды этой акции почувствует каждая семья в грядущей осень и зиму. В этом году мы отметим 30-летие государственной независимости нашей любимой страны. Каждый из нас должен быть благодарен за этот бесценный дар – независимость и свободу, беречь их как зеницу ока и направлять все усилия на укрепление основ нашей национальной государственности. Мы должны соблюдать требования закона об ответственности родителей за воспитание и обучение детей, направлять наших детей на правильный путь, обучать их в духе патриотизма, высоких национальных чувств, хороших манер, уважения к родителям и взрослым, хорошего общения. Я также призываю славных граждан страны, как всегда, сплотиться и поддерживать друг друга во всех ситуациях, особенно в сложной обстановке, быть дружелюбными и добрыми по отношению друг к другу. Особенно в наши дни, когда помимо различных угроз и вызовов изменяется климат, распространяются различные инфекционные заболевания с их ужасными последствиями, возникают новые угрозы для жизни людей на всей планете, в первую очередь терроризм, экстремизм и прочая транснациональная организованная преступность. Безопасность многих стран и их народов находится под угрозой. Поэтому мы должны быть бдительными, чем когда-либо. И в этой связи я хотел бы повторить мысль, с которой я неоднократно обращался. Терроризм, экстремизм, религиозный радикализм и суеверие представляют собой серьезную угрозу для настоящего и будущего Таджикистана и региона. Я также выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям тех, кто погиб в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе несколько дней назад в городе Исфаре, и прошу Бога наделить всех терпением. А раненым и пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, возвращения к мирной жизни и созидательному труду. Еще раз поздравляю весь славный народ Таджикистана со священным праздником Фитр. Желаю каждой семье в стране крепкого здоровья, счастья, благополучия и, главное, мира и спокойствия. Будьте всегда здоровы и счастливы, дорогие соотечественники. Уважаемые телезрители, вашему вниманию был представлен текст поздравительного послания президента Республики Таджикистан, нашего лидера, уважаемого
Эмомали Рахмона. Мы продолжаем выпуск. Сегодня утром премьер-министр страны Кохир Расулзода и председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода сообщили основателю мира и национального единства, лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, о реальной ситуации в местностях, которые пострадали от стихийных бедствий в городах и районах Хатлонской области. Как уже сообщалось ранее, 11 мая в результате проливных дождей и селей в ряде городов и районов Хатлонской области были разрушены дома жителей городов и районов, повреждены автомобильные дороги и другие важные хозяйственные объекты. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил премьер-министру страны и председателю Хатлонской области в кратчайшие сроки восстановить поврежденные дома и другие объекты, оказать своевременную и неотложную финансовую помощь всем пострадавшим семьям. Сегодня утром основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, также провел телефонный разговор с председателями районов Шамсидин Шохин, Муминабад, Мирсаид Али Хамадони, Яван, Кушонийон, Абдурахмони Джами и Дангары Хатлонской области. Председатели этих районов сообщили лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, о уже принятых мерах по ликвидации последствий стихийных бедствий, которые произошли в последние дни. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил председателям этих районов Шамсидин Шохин, Муминабад, Мирсаид Али Хамадони, Яван, Кушонийон, Абдурахмони Джами и Дангара Хатлонской области принять неотложные меры по ликвидации последствий стихийных бедствий и оказать своевременную помощь пострадавшим и как можно скорее восстановить дома, дороги, мосты и все другие поврежденные объекты. 11 мая в результате проливных дождей, вызвавших селевые потоки в ряде районов Хатлонской области, были разрушены дома, мосты, размыты автомобильные дороги, повреждены другие вспомогательные сооружения. С целью своевременной ликвидации последствий стихийного бедствия создан республиканский штаб. По поручению основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, премьер-министр Кохир Расулзода и рабочая группа правительства Республики Таджикистан, находясь в местностях, пострадавших от стихийного бедствия в городе Куляб, районах Шамсидин Шохин, Муминабад, Хатлонской области, проводят беседы, встречаются с населением и принимают все необходимые меры по ликвидации последствий стихийного бедствия. Для этого в пострадавшие районы мобилизована отраслевая техника. В рамках указаний высшего руководства государства и правительства страны в кратчайшие сроки будут ликвидированы последствия этого стихийного бедствия, построены и восстановлены дома для населения. Президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, пострадавшим будет оказана помощь в виде строительных материалов. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил помощь в пострадавшие от стихийного бедствия семьи в районах Абдурахмони Джами Хатлонской области. Эта помощь состоит из 60 тонн арматуры, 300 кубометров лесоматериалов, 300 тонн цемента и других строительных материалов, что будет способствовать своевременному строительству и ремонту жилья. Также помощь была направлена и в другие города и районы, пострадавшие от этого стихийного бедствия. Председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в преддверии праздника Фитра оказал помощь в виде продовольствия воспитанникам детских домов, школ-интернатов, престарелым, другим нуждающимся людям столицы. Общий объем помощи составил 348 тонн продуктов питания, в числе которых мука, масло, сахар, рис, мясо, свежие фрукты, овощи, молочная и другая продукция. Величайшим благом в эти дни является оказание щедрой помощи нуждающимся, больным и немощным, малообеспеченным семьям и инвалидам. Для детей с ограниченными возможностями и детям-сиротам был накрыт праздничный стол. Руководство исполнительного органа государственной власти города Душанбе уделяет особое внимание созданию благоприятных условий во
во всех социальных учреждениях столицы, города Душанбе. Ну и последнее. 12 мая в Таджикистане отмечают День Шашмакома. Несомненно, вершины таджикской классической музыки. История этого традиционного музыкального жанра насчитывает более 10 веков. Подробнее об этом моя коллега Зумрат Фазиева. Шашмаком является памятником музыкального наследия таджикского народа и имеет давнюю историю. На протяжении многих сотен лет этот вид музыки стал еще более совершенным. Это огромная многовековая поэтико-музыкальная культура, распространенная у многих народов Востока, привлекает внимание исследователей как в теоретическом, так и историческом аспектах. Шашмаком включает 6 вокально-инструментальных сюит-макомов, объединивших 252 классические мелодии и названных по основным ладам каждого сочинения. Это бузург, рост, наво, дугох, сегох и рог. Текстами для вокальных частей послужили лирические стихотворения, газели, классиков таджикско-персидской поэзии Рудаки, Носира Хусрава, Амара Хаяма, Саади, Хафиза, Камула Худжанди, Джами, Хилоли, Зебунисо, Бедиля и многих других. В Таджикистане этому искусству посвящена отдельная дата – День Шашмакома, который отмечается 12 мая благодаря лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, который в 2000 году подписал указ о дальнейшем развитии жанра шашмаком в Таджикистане. В 2003 году ЮНЕСКО включила шашмаком в список шедевров нематериального культурного наследия. В давние времена шашмаком исполняли исключительно для богатых особ и называли этот вид искусства звучной философией. Музыка шашмакома способствовала мудрому решению сложных вопросов. Шашмаком – сложный стиль. Здесь важна вибрация связок и четкий ритм. Под шашмаком танцовщицы исполняют оригинальные танцы, где каждое движение имеет определенный смысл. Исследователи считают, что шашмаком надо уметь не только исполнять, но и слушать и даже чувствовать. В этом виде искусства используются газели таджикских классиков, наполненные философской мудростью. Под звуки шашмакома на Востоке правители решали важные государственные дела. Сочетание звуков имеет определенный стиль, погружая в раздумья и заставляя всесторонне обдумывать вопрос и потом принимать взвешенное решение. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.